Национальная валюта Кыргызстана сом упал вслед за российским рублем и казахским тенге. Люди скупают американский доллар. Глава Нацбанка говорит, что ситуация под контролем. Никаких проблем с покупкой как наличного, так и безналичного доллара либо любой другой валюты на территории Кыргызской республики нет. Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении из тюрем 5000 талибов. Амнистия проходит в рамках мирного соглашения США с группировкой «Талибан». Больше месяца прошло со дня беспорядков в Кордайском районе Казахстана. Местные жители готовятся к поминкам по погибшим. Как село Масанчи живет сейчас? Наш специальный репортаж. Пока на сегодняшний день ни один из пострадавших домов за счет государства восстановлен не был, как это было обещано ранее. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Вслед за рублем и тенге потеряла в цене и национальная валюта Кыргызстана. Накануне сом по отношению к доллару подешевел на 6%. Такого падения не прогнозировали даже в обменных бюро. Некоторые обменники даже временно закрылись. В Нацбанке говорят, что объективных причин для дальнейшего падения сома нет. Дарья Тимофеева узнала подробнее, чего ждать на валютном рынке Кыргызстана. Продавать подорожавший доллар не все готовы даже сегодня. Накануне многие обменные пункты и вовсе приостановили операции. Выжидали открытия рынков в Казахстане и России. Тех, кто днем отдал доллары по старым ценам, спустя несколько часов ждало разочарование. Национальный банк до этого делал интервенции в размере с курсом 69,85. Но вчера в 16:00 они вышли на рынок, на межбанковский рынок, подняв учетный курс до 72,90 копеек. 72 сома 90 копеек. После этого уже у населения тоже и у нас, у обменных пунктов тоже была некая такая шоковое состояние. Подобное падение нацвалюты заставило ряд перекупщиков взять паузу, чтобы определиться с дальнейшими планами. Некоторые обменные бюро сегодня так и не открылись. Продавцы говорят, даже опытные валютчики накануне не все сориентировались, доллар не купили. В Нацбанке признают, волатильность внешних рынков заставила накануне выжидать и сам главный финансовый регулятор. В эти часы активизировались спекулянты. Каждый зарабатывал как мог, но наказывать за это в условиях рыночной экономики Нацбанк никого не может. Наблюдается дефицит доллара в стране. Это все не соответствует действительности. То есть на сегодняшний день никаких проблем с покупкой как наличного, так и безналичного доллара либо любой другой валюты на территории Кыргызской республики нет. Ажиотажа со стороны населения, по словам сотрудников обменок, не было. Спрос увеличился, но наученные опытом прошлых лет люди не стали массово скупать иностранную валюту. Стоит ли делать это сейчас? Курс сома в стране плавающий, прогнозов госфинансисты не строят. Глава Нацбанка поделился лишь собственными соображениями. Сегодня уже вы наблюдаете, что курс где-то в районе 73 приблизительно зафиксировался. Дальнейший выше я не думаю, что будет. Но все будет зависеть от ситуации на внешних рынках. Возврата к прежним цифрам не будет, считает эксперт Азамат Атакуров. Бизнесменам и простым гражданам нужно привыкать жить с новым курсом валют. Получается, стабилизируется на 72-73. Да? Но если ситуация с коронавирусом будет такая, что страны другие будут закрывать свои границы, то, естественно, соответственно, будет возникать этот дефицит, у людей паника, начинает скупка долларов, и он может дорожать, конечно же. Но такого 100, конечно, не будет. Но 72-73, с этим нужно уже жить. Рост доллара для импортозависимого Кыргызстана однозначно повлечет и повышение цен, считает Атакуров. Если иностранная валюта подорожала на 6%, то стоимость многих ключевых товаров может подскочить на 10-15%. В Нацбанке уверены, влияние коронавируса на экономику страны можно будет оценить спустя пару месяцев. Пока финансовые институты многих стран сходятся в одном. Ожидается замедление роста мировой экономики. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Бишкек. Британское агентство по борьбе с преступностью заморозило элитный особняк в Лондоне, в котором проживает Нурали Алиев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как сообщает BBC, недвижимость записана в компании на офшорных зонах, но согласно документам в нем живет Нурали Алиев. Судьба этого имущества решится в ходе большого судебного разбирательства, которое пройдет в Верховном суде.
BBC назвала и других жильцов элитной недвижимости. Ими оказались дочь Нурсултана Назарбаева и спикер Сената Дарига Назарбаева, а также жена Нурали Алиева Аида. В отношении этого имущества издан ордер на богатство неустановленного происхождения. Это один из новых инструментов британских властей в борьбе с грязными деньгами, которые вкладываются в местную недвижимость. Агентство по борьбе с преступностью прибегло к этому инструменту, чтобы потребовать от владельцев раскрыть информацию о том, на какие средства сделано приобретение. Если власти посчитают объяснение собственников неудовлетворительным, то следствие может обратиться в суд с иском о конфискации имущества. Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, комментируя ситуацию, заявил, что необходимо дождаться завершения судебного процесса. Отмечу, согласно Forbes, Казахстан, 34-летний Нурали Алиев является владельцем инвестиционного холдинга Capital Holding. Он акционер компании Транстелеком и венчурного фонда ND Capital. Пошел на уступки. Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении заключенных талибов из правительственных тюрем. Согласно документу, освобождение бывших боевиков радикальной группировки начнется в субботу, 14 марта. Первыми на свободу отпустят 1500 заключенных талибов из кабульской тюрьмы Парван. В последующем ежедневно будут освобождать по 100 человек. Освобождение примерно 5000 боевиков и сторонников экстремистской группировки является одним из основных пунктов мирного соглашения, которое подписано между США и Талибаном. Ранее президент Афганистана отвергал выполнение этого пункта договора. Однако 9 марта в своей речи во время инаугурации Гани обещал, что изменит свою позицию и выпустит боевиков. Причину такого поведения Ашрафа Гани эксперты связывают с тем, что официальный Кабул сомневается в искренности талибов. Мы не знаем сейчас, как будет развиваться процесс интеграции, так сказать, афганцев внутренний, да, то есть как будут вестись переговоры, если они будут вестись между талибами и официальным Кабулом. Как на эти переговоры будут реагировать отдельные фракции талибов, потому что там схватается сторонников, абсолютно непримиримых сторонников войны, сторонников джихада. Поэтому я не исключаю, что если может возникнуть ситуация, при которой какая-то часть боевиков Талибана может примкнуть к ИГИЛ. Между тем, в рамках мирного соглашения США приступили к выводу своих войск из Афганистана. До начала августа Вашингтон сократит число своих солдат в стране с 13 тысяч до 8600. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана. В Англии коронавирусом заболела замминистра здравоохранения Надин Дорис. До этого чиновница успела провести сотни встреч, в том числе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Общее число заболевших COVID-19 в мире достигло почти 120 тысяч человек. Это на 4 тысячи больше, чем сутки назад. Зато почти 2500 инфицированных за это время смогли вылечиться. Основными очагами вируса сейчас считаются Италия, Иран, Южная Корея. Китаю удалось почти остановить коронавирус. Там даже смягчают карантин в районе Уханя. Тем продолжит Джибек Бигалиева. В Японии из-за коронавируса уже рассматривают возможность отмены Олимпийских игр. Если COVID-19 помешает запланированному сценарию, Олимпиаду готовы перенести на 1 или даже 2 года. Японские чиновники говорят, что ущерб от отмены игр или проведения их без зрителей будет слишком большим. Но пока о таких кардинальных мерах речь не идет. В настоящее время мы вообще не думаем об отмене или переносе Олимпиады и Паралимпийских игр в Токио. Поэтому нет никаких оснований в предположениях о том, что мы рассматриваем такие меры. Тем временем в Англии уже отменили матч футбольной премьер-лиги Манчестер Сити против Арсенала. Игроки лондонского клуба контактировали с владельцем греческого Олимпиакоса, который заразился коронавирусом. В Италии прерван чемпионат. В Испании 2-3 следующих тура пройдут без зрителей. И я думаю, что такое случится и здесь. Нам следует спросить у себя, есть ли смысл играть в футбол без зрителей. Причина, по которой мы делаем нашу работу, это люди. Если они не смогут прийти, чтобы посмотреть матчи, то в этом нет смысла. Пока в Европе закрывают школы и отменяют мероприятия, в Соединенных Штатах Америки продолжают сметать с полок лекарства, защитные средства и продукты. По данным опросов, более трети потребителей боятся нехватки продуктов, а каждый 10-й американец делает их запасы. Тем временем в Центральной Азии ожидают, что коронавирус COVID-19 должен быть уже на днях зафиксирован в регионе. Главный санврач Казахстана даже назвал точные даты – с 11 по 16 марта. Но недоумение граждан страны вызвало даже не уверенность чиновника, а его слова о том, что вирус наконец-то появится в стране. По нашему прогнозу, где-то с 11-16 у нас должен быть все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Но это прогноз.
Выступление Бекшина сразу разлетелось на мемы. Казахстанцы шутят, что коронавирус уже внесен в их планы на эту неделю. Готовятся к появлению инфекции и в Таджикистане. Там работает специальный штаб по предотвращению и передаче коронавируса. Власти страны запретили выдавать разрешение на работу гражданам тех стран, где обнаружен COVID-19. В Кыргызстане ввели домашний карантин для тех, кто приехал из 16 стран. Это дополнительный список, в котором уже были Китай, Иран, Италия, Япония и Южная Корея. Тюбек Бегалиев, Азат Интамаков. Настоящее время. Азия. Государственная Дума России в третьем окончательном чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию. Это более 40 предложений, среди которых усиление роли Государственного Совета, сокращение судей Конституционного суда и право президента на их увольнение и другие. Накануне поправки были приняты во втором чтении. В них внесли предложение об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему остаться у власти до 2036 года. Против принятия поправок у здания Госдумы проходят одиночные пикеты. Обнулить президентские сроки Путин предложил депутат-космонавт Валентина Терешкова. Теперь законопроект рассмотрит Совет Федерации. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля. Проголосовать за поправки можно будет только разом за все или против всех. Смотрите далее в нашей программе. Больше месяца прошло со дня беспорядков в Кордайском районе Казахстана. Местные жители готовятся к поминкам по погибшим. Как село Масанчи живет сейчас? Наш специальный репортаж. А пока на сегодняшний день ни один из пострадавших домов за счет государства восстановлен не был, как это было обещано ранее. Это программа «Азия. Отдай долг родине и получи водительские права в виде бонусов». В Таджикистане придумали очередной способ, как привлечь молодежь в армию. Служба в вооруженных силах в стране совсем не популярна. Из-за дедовщины в национальной армии граждане призывного возраста всячески пытаются откосить от службы. Чтобы мотивировать молодых людей, руководство Хатлонской области обещает призывникам-добровольцам бесплатные курсы вождения и последующую выдачу водительских прав. Чиновники уверяют, курсы вождения будущие солдаты будут проходить до призыва. Занятия первых групп стартуют уже 1 апреля. Курсы вождения и получения водительских прав в Таджикистане обходятся в среднем в 3000 сомони, это примерно $300. В прошлые годы власти Таджикистана обещали молодым людям после армии предоставить земельные участки, однако эти обещания так и остались невыполненными. В Таджикистане сегодня отмечают День печати, но у журналистов местных газет настроение далеко не праздничное. Кризис печатных и независимых СМИ в стране становится только глубже. Тиражи газет падают, свободного доступа к информации нет, самоцензура усиливается из-за страха перед властями. О состоянии журналистики Таджикистана расскажет Анушер Ванарипов. Азия Плюс – одно из самых популярных в Таджикистане независимых СМИ. Их читают в интернете, соцсетях и на бумаге по всей стране. Но это издание не избежало кризиса. Веб-сайт уже несколько лет блокируют власти, а тиражи газеты с 2015 года упали примерно в 5 раз. Все причины перечислять долго, говорит шеф-редактор медиагруппы. Главное из них – писать интересно становится сложнее с каждым годом, поскольку доступа к информации у журналистов все меньше. А еще есть самоцензура. Самоцензура, ну да, конечно, это есть, это присутствует. Причем не цензура, а именно самоцензура. Она вполне объясняема. Мы не можем себе позволить печатать очень многие вещи. Не могут позволить себе никто это делать из отечественных СМИ. СМИ в стране сегодня просто выживают. Хуже приходится газетам, причем даже государственным, считает Ольга Тутубалина. Я думаю, вы знаете, что за последнее время было несколько инцидентов, когда редактора, журналисты государственных СМИ говорили о том, что им сложно, невыносимо порой работать в таких условиях. Что уж говорить о частных. Праздновать День печати нет никакого смысла. Нет ни достижений, ни развития печатных средств массовой информации, говорит председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана. Тиражи газет ничтожно малы, сфера журналистики в упадке. Даже в годы гражданской войны четверть века назад у журналистов было больше возможностей, считает он. Совокупность тиражей всех независимых газет не могут равняться в тираж одной газеты в 90-х годов, в начале независимости. Это показатель того, что у нас тиражи с каждым днем падают.
О том, что происходит со свободой слова в Таджикистане, можно судить по прошедшим парламентским выборам, говорит Каршибоев. СМИ или самоустранились от освещения предвыборной агитации, или их возможности ограничили власти, уверен он. Другой показатель – обязательные пресс-конференции министерств и ведомств. Они проходят дважды в год. На пресс-конференцию выделяют всего час. Большая часть времени у чиновников уходит на то, чтобы зачитать статистику, говорит эксперт. Да и вопросы, которые успевают задать журналисты, остаются без ответа. Большинство журналистов отмечают то, что качество проводимых пресс-конференций намного стали ниже. И В каком отношении? руководители министерств и ведомств не отвечают по существу. За 2019 год Таджикистан расположился на 161-й позиции. За 10 лет страна опустилась на 48 пунктов. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Жители, пострадавших во время массовых беспорядков сел в Кордайском районе Казахстана, готовятся отметить 40 дней с момента гибели людей во время этнического конфликта. Напомню, 7 февраля в селе Масанчи начались массовые беспорядки. Были сожжены дома, магазины и автомобили. Погромы произошли и в соседних селах. В итоге погибли 11 человек, пострадали десятки людей. После трагедии власти Казахстана обещали местным жителям восстановить их сгоревшие дома. Однако даже спустя месяц после трагедии обещанную помощь люди так и не получили. Шолпан Оразбекова посетила пострадавшие села и выяснила, как там живут люди сегодня. Везде горит, все горит, стреляют. Прям убивали же людей. До сих пор жители села Масанчи вздрагивают, когда вспоминают о произошедшем 7 февраля. Даже мужчинам не удается держать слезы. Говорят, в те дни было как на войне. Ну за что? За этих людей, там, которые между собой подрались, что там драку между собой. Ну, там кто и правосудие же есть. Кто что сделал, все же надо. А они сами самосуд делают. На вопрос, как вы живете, сельчане отвечают как на духу. Не могут сказать лишь одного, как же они будут жить дальше. Обстановка в селе сегодня напоминает о том страшном дне. Муки мелкие растут. Что с ними будет, не знаю. А вы тогда где были, ваша семья, в тот день? Дома был, я никуда не ходил. Семья уехала. Так живут люди в селе Масанчи. Здесь во время погрома больше всего пострадали дома и другие строения. Через месяц после кровавого инцидента люди сами стали восстанавливать свое хозяйство. Обещанную помощь от государства в виде компенсации им пока так и не выплатили. Сельчане не знают даже примерные сроки, когда они получат денежную помощь. Пока сами делали чуть-чуть, там крыша надо было убрать. Крыша сделали, убрали, крыша сделали. Ну, когда они будут делать, мы поэтому хотели открывать. Азим Мухтасынов арендует небольшой участок возле магазина, зарабатывает на тандырной выпечке. Его торговую точку сожгли во время погрома. До того, как тут все восстановят, владелец небольшой палатки позволил ему не платить арендную плату. Здравствуйте. Мы сами все сделали. Видите, люди ходят, один магазин на 2-3 поселка. Алим Алиев владеет одним из крупных по местным меркам супермаркетов. Сейчас он вынужден торговать лишь на трети своей торговой площади. Это то, что он смог восстановить своими силами. Ситуация плачевная, честно скажу. Ну вот обещали же восстановить, правильно? Ну, обещали, уже больше месяца прошло. В селе очень много разрушенных домов. Многие из них сегодня пустуют. На уцелевших дверях есть вот такие надписи. Это означает, что здесь уже подсчитан нанесенный ущерб. Большинство сельчан рассказывают, что в основном дома поджигали большие, добротные и красивые, то есть выборочно. Но пока на сегодняшний день ни один из пострадавших домов за счет государства восстановлен не был, как это было обещано ранее. Сейчас в селе Масанчи есть вот такие дома, владельцы которых вынуждены были уехать к родным либо в Кыргызстан, либо в Россию, а есть вот такие. Жильцам этого дома уезжать некуда, у них нет родных в других странах, поэтому сейчас, хоть и понемногу, но за свой счет они восстанавливают свои строения сами. Самостоятельный ремонт позволить себе может далеко не каждый. Из-за финансовых затруднений некоторым приходится ютиться в одной комнате в доме, где ранее было не менее 4-5 комнат. У таких семей вся надежда на обещанную властями компенсацию. И пока сами, да, восстанавливаете? Пока ничего еще не основал. А почему? У нас времени нет, или финансы не позволяет же.
Когда в селе начались беспорядки и дом семьи Айши Паровой уже подожгли, они немедленно уехали в другое село, к родным. Вернулись только после того, как в Масанчи стали возвращаться другие их соседи. Детей не было в доме, да? Да, мы уже увезли. Пусть они что хотят, то и делают. В соседних селах разрушений нет. В Сортобе зачинщики беспорядков поджигали в основном машины. Сожженные дотла автомобили власти вывезли за пределы поселка. Это то самое место, куда привезли оставшиеся сгоревшие машины. Я нахожусь на пустыре между селами Сортобе и Масанчи. Сейчас здесь только 10 машин, но изначально их было около 30. И располагалось так называемое кладбище машин чуть дальше, на соседнем пустыре. Стоит отметить, что в Масанчи, что в Сортобе очень сложно найти магазины, где продают спиртные напитки. В местных кафе, к слову, даже не курят. Поэтому сельчане не верят в то, что массовые беспорядки устроили именно пьяные молодчики. За время съемок мы не столкнулись даже с грубостью. Здравствуйте. Как ваши дела? Да ничего, потихоньку. Закир Мусаев, местный земледелец, нашу съемочную группу встретил с радостью. Даже познакомил с внуками. Но когда вспоминает о произошедшем в начале февраля, у него начинает дрожать голос. Мужчина пытается сдержать слезы, но у него это не получается. Ну, живем, но все равно не как раньше же. Все равно вот у нас село вот пострадали. По словам Закира Мусаева, в селе, где 13 мечетей, такую жестокость применить не могли. Местные жители уверены, что массовые беспорядки и погромы устроили посторонние пришлые люди. 6 человек или сколько. Вот здесь у нас соседнее село. 3 человека погибли. Все молодые, все эти. Вот и за что нас вот это так. Их все по 4, по 5 детей маленькие оставались. После массовых беспорядков у местных жителей чемоданное настроение. Некоторые подумывают насовсем переехать в соседние страны. Говорят, все зависит от реакции казахстанских властей. Часть сельчан уже уехала. Несколько семей сейчас живут у родственников в России. Остальные только планируют. Сейчас так говорят, если власть все нормально будет, может, люди опять передумают. Здесь все равно, здесь жил, в Казахстане родились. Всю жизнь здесь в Казахстане родились. Как мы уедем? Если такое положение, люди сейчас вынуждены уезжать. А сейчас в таком настроении есть многие хотят уезжать. Когда изменится настроение в регионе, жители пострадавших сел не знают, так же, как и не ведают, когда будет выплачена обещанная компенсация. Точную или хотя бы приблизительную дату не могут назвать и сами чиновники. Поговорить с членами местного штаба нам не удалось, хотя двери здания районной администрации были не заперты, а по указанным номерам получилось услышать только расплывчатый ответ. Подсчеты сделаны, сметы составлены, сумма ущерба предварительно определена. Теперь сделана заявка и ждут финансирования. Тем временем жители пострадавших сел помогают друг другу вернуться к прежней жизни. Вспоминать о произошедшем они не любят. Без слез рассказывать не получается. На постоянное присутствие военных стараются не обращать внимания. Бойцы спецназа здесь дежурят круглосуточно еще со дня, когда в этом районе установили режим чрезвычайной ситуации. Но сколько он продлится, никто ответить не может. А военные не пугают вас такой количество? Не, наоборот, охраняют нас же, они же нас охраняют. При въезде и выезде из Кордайского района все еще установлены временные контрольно-пропускные пункты. Данные пассажиров и водителей на автотранспортах с госномерами других регионов вносят в специальные списки. Ребята, долго ЧС будет? Режим ЧС? Не знаю, месяц здесь ходит. Месяц ходите уже? А сколько будет? Когда наша съемочная группа покидала Курдайский район, показалось, что некая напряженность в этих селах все же есть. Спрашивать здесь можно не обо всем, и только единицы могут честно признаться, что устали ждать обещанного от государства. Поэтому, чтобы жить здесь как раньше, люди сами поддерживают друг друга. Шолпан Урузбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире.
Это Марина Немченко и Артем Подлин, основатели дрессировочного центра «Династия». Сейчас пастушья служба в стране только набирает популярность. И огромную роль в этом играет именно центр «Династия». Однако пастушья служба – это не только спорт, но и реальная фермерская деятельность. Как Марина и Артем популяризируют пастушью службу в Украине? Из каких основных расходов состоит содержание центра? И на чем зарабатывают его основатели? Смотрите в проекте «Бизнес-план». В настоящее время представляет